Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумага дустар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Вчера в Московской области, в городе Одинцово, произошло событие, которое потрясло миллионы людей, в том числе и меня. Я от всего увиденного, от прочитанного просто был в шоке и долго не мог ни о чем думать. Кто не знает, сообщу, что 15-летний юноша по имени Тимофей пришел в свою родную школу и убил 10-летнего другого школьника ножом. Чем отличает данное преступление от других подобных преступлений, которые уже бывали и в России, и в других странах мира? Тем, что данное преступление было совершено исключительно на почве национальной ненависти. Данный парень, русский парень по имени Тимофей, юноша этот, был идейным последователем всех этих неонацистских, фашистских русских организаций по типу Северного человека, русский меч, русская община и так далее. Он подписан был на множество, потом выяснилось, что он подписан был на множество различных каналов, групп. И пришел он в школу соответствующе подготовленный. У него была футболка с надписью "No Lives Matter", ничья жизнь не имеет значения. У него был шлем на голове, где было написано "Бей жидов, спасай Россию", "Белая раса", там еще что-то было написано, много чего. У него был бронежилет, у него был нож, у него был газовый баллончик, у него даже было взрывное устройство самодельное, которое он пытался в школьном туалете там смастерить. И он прошел со всем этим спокойно через металлоискатель, и охранник пропустил его на свою беду. Потом пожалел об этом, когда он пытался остановить этого мальчика. Он его забрызгал газовым баллончиком, этот мальчик, охранника, и еще подрезал его ножом. Так вот по итогу этот мальчик, этот юноша ходил по школе, этот русский юноша Тимофей, ходил по школе и искал нерусских, чтобы их убить. Подходил к детям, спрашивал их национальность, подходил к учителям. Потом, увидев таджикского мальчика по имени Кабилджон, погнался за ним, догнал его на лестничной площадке и убил несколькими ударами в горло. Знал, куда бить. В шею бил, в вену. И все это он снимал на камеру. То есть делал все осознанно. Мало того, после того, как убив ребенка, он сделал селфи на фоне убитого мальчика таджикского. Что с этим обществом не то? Что происходит? А происходит то, что уже, как на протяжении всего существования Российской Федерации, взращивалась ненависть ко всем нерусским и исключительность русского народа. Так, особенно в последние годы это вообще приобрело масштабы государственного характера. Все эти различные группировки, организации, движения, вот, которые я перечислил, русская община, там, Северный человек, их много. Русич, ДШРГ, Русич и так далее. Все они со своих телеграм-каналов просто льют ненависть в массы по отношению ко всем нерусским народам, по отношению к мусульманским народам. У них, ладно, вот эти организации, которые легализованы, выходят со 150-тысячными маршами на улице с криками "Россия для русских". Ладно, хорошо, можно сказать, что это как бы не позиция государства. Но и на федеральных каналах происходит то же самое. Каждый день все эти Соловьевы, Киселевы, Симоняны, Марданы и так далее, они говорят о том, что нужно уничтожать латышей, литовцев, эстонцев, казахов, угрожают казахам, узбекам, кыргызам, обещают убить азербайджанцев, грузин, армян и так далее. Все нерусские народы для них враги. Все государства по округе для них враги, которых нужно уничтожить и захватить. Всем угрожают. Это вот ненависть, этой ненавистью питается народ. В большей степени русский народ. Народ, который отравлен всей этой пропагандой о богоизбранности, третьем пути, величии русского народа, величии русского языка, культуры, Третий Рим и так далее. Напитавшись вот этой вот чуши, неонацистской чуши, они потом идут на улицы
Сколько в Башкортостане подобных случаев уже было только за последнее время, когда угрожали башкирам, что мы убьем ваших детей, что вы, башкиры, черножопые, свиньи, грязные. Спрашивает у башкир же паспорт, покажи паспорт, почему ты сюда понаехала. Сжигают мечети открыто. 6 мечетей сгорело только за последние 2 года в Башкортостане. Среди бела дня сжигают. И ничего же не происходит. Никто не несет за это ответственность. Как будто так и надо. Посмотрите на паблики, различные каналы, где вот новость об этом убитом мальчике таджикском вышла. Там же просто сотни и тысячи комментариев, которые поддерживают убийство этого мальчика. Хвалятся, сколько там лайков, сколько сердечек понаставлено под фотографию этого убитого мальчика. Оправдывают убийство, радуются убийству. Это общество просто больное, общество дегенератов. Оно уже ничем не отличается от общества Третьего рейха. Осталось только ввести эти крематории, концлагеря с крематориями и тысячами людей нерусских туда отправлять на сжигатели в газовые камеры. Все, и будет один в один. Страшнее еще сегодняшняя Россия от Третьего рейха отличается тем, что она еще имеет ядерное оружие. И боятся вторгаться на территорию России, чтобы ее просто сменить, это правительство, и денацифицировать этот народ. Потому что денацифицировать нужно именно русский народ. И когда Путин говорит о том, что нужно денацифицировать Украину, это такое лицемерие. В Украине подобного нет. Я был в Украине. Не было там ничего подобного. Никакой ненависти к русским и к русскому языку там нету. А вот в России эта ненависть просто льется. То же самое и я посмотрел СМИ. Все об этом молчат. Да, там просто сказали, что произошло убийство, мальчик убил другого мальчика, и все на этом. Все федеральные каналы об этом молчат. А просто отзеркалим. Представьте, что было бы, если бы таджикский 15-летний ученик школы пришел бы в школу и начал бы искать русских мальчиков, чтобы их убить. И убил бы на глазах у всех. А потом сделал бы селфи, выложил бы это видео. Вы представляете, какой бы вой поднялся бы тогда по всей России? А почему не происходит то же самое, когда происходит все ровно наоборот, когда русский убивает нерусского? Почему молчание? Почему никто об этом не говорит? Я посмотрел республиканские СМИ, об этом никто не написал. Коммерсант молчит, МК-сеть молчит, Башинформ молчит. Одни пруфы написали небольшую заметку, и то все обезличено полностью. Кто убил, за что убил, нету ничего абсолютно. Просто один мальчик убил другого мальчика, и все на этом. Но так же не бывает. А российская оппозиция, кто об этом сказал хоть слово? Это же не просто какой-то рядовой случай. Это показатель того, что Россия больна. Ходорковский, Милов, Яшин, Гарри Каспаров и другие, Юлия Навальная, Кара-Мурза и другие персонажи. Кто-нибудь из них написал, сказал об этом, выступил в своих многомиллионных каналах? Нет, ноль абсолютно. А наши республиканские так называемые либералы, Чанышева, Федор Телин, сказали об этом? Ноль, ничего абсолютно. Даже аспекты, вроде бы называют себя независимые СМИ, тоже ни одного поста об этом даже не написали. Вот я посмотрел, нету ничего. Но так же нельзя. И вы хотите после этого построить какую-то прекрасную Россию будущего? Вы думаете, что мы хотим остаться в такой России, где правит ненависть ко всем нерусским? Нет, мы не хотим в такой стране. Ваша страна держится только исключительно из страха и ненависти и силы. Все эти миллионные армии ФСБшников, МВДшников, Росгвардии, они только держат эту страну силой. Только они. Как только их не будет, все, мы уйдем с вашей страны, потому что мы не хотим с вами жить. Ваш народ больной, его надо лечить. Русский народ надо лечить. Не все русские такие, конечно, не все, я согласен. Но большинство, подавляющее большинство такие.
Спросите у любого русского народа, хочет ли он, чтобы чтобы Чечня отделилась, Ичкерия отделилась, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Башкортостан, Саха, Бурятия, Калмыкия. Он скажет: нет, ни за что, ни в коем случае я не хочу этого. Вся Россия должна остаться целой и неделимой. И каждый русский, у него же вот эта вот ненависть к нерусским живет. Все вот эти чурки, мамбеты у него, авояры и так далее, и так далее. Все это у него в голове постоянно сидит. Больной народ, больное государство. И мы, народы, коренные народы этой сегодняшней России, находимся в заложниках, к сожалению, у этой страны, у этого народа. Мы не хотим с вами оставаться. Как только будет возможность, мы уйдем от вас. Потому что вы нас убьете, как убили этого мальчика Камилджона, таджикского мальчика. Вы убьете наши народы. И будете убивать все сильнее и сильнее, все больше и больше, пока не уничтожите всех нерусских. Ваша цель – это стать единым государством русских. Чтобы не было других народов с другим разрезом глаз, со строением лица, с другими языками. Вы уже убили наши языки. А сейчас будете убивать физически нас. Страна эта под названием Россия, fail state, страна-ошибка, которая не должна существовать. Она должна исчезнуть. А народы должны получить свою независимость. Русские, постройте свое отдельное государство на отдельно взятой территории и живите там со своими законами как хотите. Хотите, устраивайте этнические чистки, там геноциды, апартеиды. Что хотите, то и делайте у себя там, в отдельно взятом государстве, на территории своего исторического проживания. Но все остальные земли – это не ваши земли. И Поволжье – это не ваши земли. И Урал – это не ваши земли. И все, что находится за Уралом, Сибирь, Дальний Восток – это не ваши земли. И Кавказ – это не ваши земли. И мы закончим это государство. Мы выйдем с этого государства и станем независимыми. А вас надо лечить.